войска стягиваются в Минск, потому что, дабы не допустить отсоединения Новой Боровой от Республики Беларусь. Если была бы возможность, мне кажется, на каждого бы из нас надели намордник. Если у вас тут все неспокойно, к вам тут нужно вызвать, привести ОМОНа немножко, чтобы вас разогнали. Два апошнія месяцы жыхары мікрараёну Новая Баравая пад Менскам сталі надзвычай актыўнымі. Яны праводзяць флэшмобы ў падтрымку альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты, масава запісваюцца ў сябры выбарчых камісій і ў назіральнікі, а таксама ладзяць уласныя ланцугі салідарнасці. На разгон пікету ў Новую Баравую прыязджаў нават АМАП. 14, по-моему, июля, когда Бабарика не взяли в кандидаты из-за каких-то там необоснованных вещей, вот. И тогда, когда вот там у нас там выстрелилось человек 100-200, когда их тоже там арестовали. Это впервые такое было. Через какое-то время подключились милиционеры из Боровлянского РОВД. Задержание проводили сотрудники в черном, но я не могу утверждать, кто это был. Они высыпали из автобуса и начали абсолютно произвольно всех задерживать. И начали с велосипедов прямо людей снимать, ну, я так понимаю, не спрашивая вообще. Пасля таго выпадку міліцыя ўзмацніла патруляванне Новай Баравой. Раней раён лічыўся спакойным, і міліцыя прыязджала сюды толькі на выклікі. Пасля ланцугу салідарнасці у мікрараёне сталі пастаянна дзяжурыць і пешыя патрулі, і супрацоўнікі ДАИ. Если постоять, то стабильно раз в часик будет проезжать машина с милицией вокруг райончика, вокруг так объезжать, круг делать. Очень много сейчас ездят экипажи ГАИ, пытаются нас как-то, наверное, морально задавить. Ну и проверки ГАИ здесь сейчас стоят каждый день. На въезде в Новую Боровую стоит экипаж ГАИ. Ездят себе, не знаю, за правилами не следят, за людьми, мне кажется, следят. Упершыню міліцыянты сталі сачыць за правіламі выгулу сабак. Яны складаюць протоколы за их порушение. Все равно милиционеры обращались именно к собаководам, что протоколы, наверное, составляли как никогда, что именно нужно всегда быть с намордником. Даже уже начали шутить, что не смотрели на размер собаки, как прописано в законодательстве, просто лишь бы людей обратить внимание. Вот мы собаку ведем на поводке, они требуют, чтобы вот эта собака, вот этот зверь, этот монстр был еще и в наморднике, потому что, не дай бог, он кого-то загрызет, не дай бог, он кому-то что-то оттяпает. Но собаке 3 года, за все это время у нас никогда не было проблем ни с другими собаками, ни с другими людьми, ни с детками. Так что я думаю, что это просто жесткий перегиб, и я думаю, что это лишний раз напомнить нам о том, что нужно что-то делать. Такую надзвычайную увагу до Новой Боровой жыхары звязваюць з палітычнай актыўнасцю ў гэтым мікрараёне. Район я считаю уникальным. Мне почему-то кажется, что у нас в районе БТ смотрит меньше людей, чем смотрит Netflix. На наших соседей тяжелее повлиять такими примитивными методами, которые обычно используются. Чуть выше, чем в среднем по больнице возмущение здесь, потому что в народе известно как деревня айтишников, и получается, что как-то хоть каким-то таким образом мы можем выразить свое протестное настроение. Может быть, еще есть такой фактор, как социальная однородность. Все-таки здесь все люди купили квартиры за свои деньги, не так много маргинализированных, да, и, может быть, это тоже накладывает отпечаток. У знак пратэсту многія жыхары Новай Баравой вывесілі бел-чырвона-белыя сцягі ў вокнах сваіх кватэраў і на бальконах. На кожным з дамоў у гэтым мікрараёне можна пабачыць па некалькі сцягоў або вазонаў з кветкамі белага і чырвонага колераў, якія нагадваюць нацыянальны сцяг Беларусі. Вот только сегодня пришел наконец-то символ бая, флаг заказывал по почте, уже по почте, вот, распаковал, посмотрел место, прикинул, вот, у меня получается, что одна комната не завешена шторами, я там работаю с дома, поэтому, чтобы не мешало солнце, я повесил флаг. Ну, потому что люди недовольны ситуацией в стране, и хотелось бы что-то изменить, ну и показать свое недовольство. Поддерживаем, показываем, что выделяем себя 97%. Супольнасць Новай Баравой дапамагае сваім суседзям, што пацярпелі ад пераследу за сваю палітычную пазіцыю. У канцы чэрвеня у Андрэя Ляўшыцкага супрацоўнікі ДАИ забралі машину, на якой были великие налепки с надписом «Психоз». Но когда началась вот эта вся эпопея, когда соседи узнали, что машину забрали, мне с утра на следующий день начали писать, предлагать деньги.
Один человек предложил свою машину дать, там, на время поездить на работу. Я был очень удивлен и как бы спросил, ну почему так, вот мы же с вами там ругались, вот помните? Он говорит, это все фигня, как бы у нас есть там, как говорится, ничего не объединяет, как общее горе. То есть общее горе у нас одно, и очень сплоченный район. Мне здесь очень нравится. Тех людей, которые получили штрафы, мы поддержали. То есть помогли оплатить штрафы. Жыхары новай баравой лічаць, што ўлады і міліцыя проста спрабуюць іх запалохаць. Але гэта не дасць плёну, упэўненыя яны. Вот эти вот все запугивания, они обычно работают, ну, наоборот. В общем, надеемся, что через 2 недели что-то поменяется. Все хорошо. Мы движемся в верном направлении. Мысли материальны. Если ты нацеливаешься на достижение цели красивой, ну, как-то продуманной, осмысленной, то твой мозг сам будет искать способы решения этой цели. Он каждый день, каждую секунду будет готов предпринять нужное действие для того, чтобы достигнуть эту цель.